Добрый вечер. В эфире информационный выпуск «Камшик Шара». А сейчас расскажем, о чем будет наш сегодняшний выпуск. Бадр Гунба встретился с представителями театра имени Вахтангова, находящегося в республике, с гастролями. Международный форум по избирательным процессам прошел в Сухуми. В армянской средней школе города Сухум прошла патриотическая акция возвращения имени. Вопросы обеспечения правопорядка в день выборов в органы местного самоуправления обсуждались на совещании, которое провел президент Бадр Гунба с руководителями правоохранительных органов. Глава государства поручил обеспечить все необходимые условия, чтобы граждане республики могли в спокойной и стабильной обстановке реализовать свое конституционное право на свободное волеизъявление. Всем нужно научиться с уважением относиться друг к другу, в том числе к политическим конкурентам. Прежде всего с уважением к избирателям и к закону. Это базовый стандарт. Конкурируют программы и аргументы, а не давление и сила, подчеркнул президент. Бадр Гунба отметил, что в ходе кампании по выборам депутатов в органы местного самоуправления поступают жалобы на недопустимые случаи. Проводится проверка по фактам подкупа избирателей, уничтожения агитационных материалов, силовое давление, распространение клеветы и травли в социальных сетях. По каждому из перечисленных эпизодов материалы зарегистрированы в установленном порядке. Эти действия подлежат правовой оценке и виновные будут привлечены к ответственности. Президент особо подчеркнул, что подобные действия недопустимы ни для какой партии и ни для каких кандидатов. Требования к кандидатам, представляющим действующую власть, должны быть не меньше, а даже больше. Ответственность за это должна быть одинаковой для всех и строго по закону. Закон для всех один, вне зависимости от политической принадлежности или статуса, заявил глава государства. Президент добавил, что в соответствии с законом будет обеспечен честный и прозрачный избирательный процесс. Прошу не поддаваться на провокации ни с чьей стороны и 8 ноября прийти на свой участок, чтобы сделать свой выбор. Только правовая дисциплина и гражданская ответственность обеспечивают доверие к результатам выборов, отметил Бадр Гунба. Весь личный состав МВД переведен на усиленный режим несения службы в целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории избирательных участков, сообщает пресс-служба МВД. Нести усиленный режим работы 8 ноября будут более 500 сотрудников в 161 избирательном округе на 211 избирательных участках. МВД готово оперативно реагировать на все правонарушения, обращения и жалобы граждан. Проводится вся необходимая работа по недопущению нарушений выборного процесса. Экс-председатель Верховного суда Абхазии, почетный доктор Академии наук Абхазии Георгий Колбая награжден орденом Махец Апша второй степени. Указ о награждении Колбая за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в становление и развитие современной правовой системы Республики Абхазия, активную научно-практическую деятельность подписал президент Бадр Гунба. Бадр Гунба встретился с государственными и общественными деятелями Сократом Джинджоли, Олегом Домения и Валерием Гурджуа. Обсуждался вопрос увековечения памяти трагически погибшего выдающегося ученого, государственного деятеля Станислава Лакоба. Друзья и соратники Станислава Засимовича обратились к главе государства с предложением о создании государственной комиссии по увековечению его памяти и сохранению научного наследия. Президент Бадр Гунба отметил, что сохранение памяти о таких выдающихся личностях и их вкладе в развитие страны является важной государственной задачей. Глава государства рассказал, что незадолго до трагического события встречался со Станиславом Лакоба и подчеркнул, что договоренности, достигнутые тогда, непременно будут реализованы. Президент заверил, что в ближайшее время комиссия по увековечению памяти Станислава Лакоба и сохранению его научного наследия будет создана.
يلقى بيخاو فرانز مكان حقكم شو الزابطرة ويحرى حق خدو طلبوا حشسحد شويز коллега соратник جباز بخو يخد أكمرشل زي خيخو شنو رапоту саку скуяна год их хазлацвар зажила голокош и шпаз я из годы я комиссия пахцепха а комиссия нуцка отбора и ихед мырцрызы комиссия пахцецера отсклапша зызывала ударе комиссия с шумипного шартки хацкалара зажут хаскуяна. Бадр Гунба встретился с ректором Щукинского училища, народным артистом России Абхазии Евгением Князевым и директором театра Вахтангова Кириллом Кроком. В встрече приняли участие заместитель министра культуры Динара Смыр и генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хиндба. Позвольте еще раз поприветствовать вас, Кирилл Игоревич, уважаемый Евгений Владимирович. Рады вас видеть. Знаем, что в Абхазии проходят гастроли. Вчера первый моноспектакль имел аншлаг, переполненный зал. И знаю, что на предстоящие спектакли то же самое. Абхазская публика рада видеть профессиональных театралов. Мы рады, что именно коллектив, который вы возглавляете, сегодня находится в гастролях у нас в Абхазии. Это замечательная история. И надеюсь, что это будет большой традицией ежегодно посещать нашу страну. Позвольте поприветствовать вас, поблагодарить за такую возможность, которую вы оказали абхазскому зрителю. Мы гордимся взаимодействием и сотрудничеством людей культуры. Это очень важное направление. Именно культура сближает наши народы, наши государства. Культура всегда была основой для наиболее тесных, добрых, искренних взаимоотношений. У меня даже язык не поворачивается сказать, что дорогой гость, вы дорогой друг для нашей страны. Еще раз не могу не вспомнить 2014 год, когда мы совместными усилиями впервые более чем за 30 с чем-то лет направили наших молодых будущих профессионалов, которые сегодня блистают на сцене и Русского драматического театра имени Фазиля Искандера, и на сцене Абхазского государственного театра имени Самсона Джанова. Так что все, что мы тогда сделали, реализовали сегодня, дает нам возможность гордиться этим. Уверен в том, что мы и далее сосредоточим свои усилия на воспитании крепкой молодежи, культурной молодежи, которым нести все, как говорится, бремя ответственности за уже новые свершения. Ираклий Ревазович, спасибо вам огромное за ту работу, которую вы проводите. Она ощутима, и очень приятно, что Абхазию воспринимают именно в том числе и театральной страной, где сохраняются и приумножаются славные традиции абхазского театрального искусства. У нас есть кем гордиться. Мы гордимся поколениями театралов, которые сделали все, что от них зависело, и все для сохранения нашей самобытной культуры. Спасибо вам, во-первых, за приглашение в вашу страну, что мы приехали. Мы действительно в истории более столетнего Вахтангского театра обнаружили, что так как-то сложилось, что за 105 лет театр Вахтангова никогда не был в Абхазии. Вот. И когда мы много лет назад начали говорить с Ираклием о том, что нужно приехать, я тогда сказал, да, слушай, это какая-то невосполнимая брешь, которую нужно немедленно заполнить, чтобы театр обязательно мог смело говорить, что мы были в Абхазии на гастролях. Ираклия мы знаем очень давно, он всегда желанный гость в Вахтангском театре. Но первый шаг сделан, и давайте думать дальше, давайте развиваться. Мы, честно говорю, у нас в театре 6 сцен, и у нас много спектаклей, которые идут на разных сценах, не обязательно исторических. То есть нам есть чего к вам всегда привести в гости. И я думаю, что это надо сделать какой-то хорошей, может быть, традицией. Мне
приятно и радостно, что наша страна, Россия, большие гастроли, которые, в общем-то, предполагаются по России, она решается и проводит в других странах. И вот Абхазия – одна из первых стран, куда мы поехали с программой «Большие гастроли». Это говорит о том, что наши взаимоотношения очень близки, и они будут дальше развиваться. Ректора Щукинского училища народного артиста России Абхазии Евгения Князева и директора театра Вахтангова Кирилла Крока приняли в Народном собрании. На встрече со спикером парламента Лашей Ашуба обсуждались вопросы укрепления культурных связей между Абхазией и Россией. Подробности в материале Шазины Ханагуа. В стенах Народного собрания тепло. Спикер парламента Лаша Ашуба принимает именитых гостей. Народного артиста России и Абхазии Евгения Князева и директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока. Для нас большая честь встречать таких выдающихся деятелей современного искусства в парламенте, подчеркнул Лаша Ашуба. Мы знаем ваш вклад в развитие культуры Абхазии, в развитие театрального искусства. Население Абхазии с большим уважением относится к вашему театру, к университету имени Щукина. И, конечно же, мы видим ваше постоянное присутствие в нашей театральной жизни. Евгений Владимирович, вы стали практически неотъемлемой частью абхазской культурной жизни. Нужно сказать, что вот мэтр вашего театра в один из самых знаменательных дней этого года, в день открытия Абхазского аэропорта, прилетел на первом самолете. В свою очередь, директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок поблагодарил за прием и добавил, что за 105 лет своей истории театр ни разу не был в Абхазии, и это нужно было исправить. Благодаря настойчивости Ираклия, его одержимостью театром, мы его знаем очень давно. Он, так сказать, приезжал к нам и на учебу в театр, и просто на консультации. И вообще, я еще раз хочу сказать, что человек, который смотрит почти все самые знаковые премьеры в Москве и в Питере, для того, чтобы привести сюда, в свою страну, в Абхазию, понимать контекст театральной деятельности, которая происходит в том числе и в России, и в мире, и этим самым обогатить свою, так сказать, национальную культуру, знаете, это очень редко бывает. Русский драматический театр имени Искандера, где основу труппы составляют абхазские актеры, демонстрирует высокий уровень владения русским языком. Во время встречи народный артист России Евгений Князев обратился к Ираклию Хиндба с предложением включить в репертуар постановки на абхазском языке. Он подчеркнул, что такие спектакли могут быть небольшими, возможно, детскими. Где язык начинается? В семьях. А куда привести ребенка, где, чтобы он лучше услышал это? Я предлагаю сделать какие-то детские спектакли для абхазов. И пусть это будет новатором русский театр. Театр, который на сегодняшний день успешно существует. Ираклий сам абхаз, ребята абхазы работают. Разницы-то никакой нет. Это русский театр, только он так называется. То, что эти гастроли действительно важны, подтверждается вниманием публики. На спектакле «Пиковая дама» в день открытия не было ни одного свободного места. Были открыты даже технические ряды, так как театр не мог вместить всех желающих посмотреть постановку. Ираклий Хиндба также добавил, что по их оценкам из почти 500 зрителей около 220 специально приехали в Сухум из Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и даже из Москвы. Для экономики города, да, это очень серьезная история. И уверен, что и сегодня, и завтра, и послезавтра это все будет происходить. И вот как культура продвигает не только имидж страны, но и экономике помогает, и туристический потенциал, естественно, усиливается, потому что, да, Абхазия небольшая страна, но таким образом мы можем нарастить свои возможности и привлекательность свою, и так далее. И это действительно очень серьезный проект, и без поддержки Министерства культуры России, лично Ольги Борисовны Любимовой, без Росконцерта, который реализует программу «Большие гастроли», он, конечно, не состоялся бы. Ираклий Хиндба отметил, что в Абхазии стремятся развивать культуру, в частности театральную, приближая ее к высоким стандартам. В качестве примера он привел театр Вахтангова. Мы понимаем, что есть такая планка высокая, и мы не хотим, чтобы
вот мы вчера об этом тоже, кстати, с Кириллом Ильичем говорили, чтобы не было даже налета провинциальности какой-то. Вообще, в целом в нашей культуре. Потому что у нас город Сухум – это столица независимого государства. Да, Сухум это не примет и не должен принимать такие вещи. Поэтому должен быть хороший вкус, стремление вот к таким высоким стандартам и открытое сотрудничество. Всего театр имени Вахтангова покажет в Сухуме 4 спектакля. Его приезд организован в рамках программы «Большие гастроли». Шазина Ханагу, Гугуца Вардани, Раму Камке, Абхазское телевидение. В ходе рабочего визита в Москву министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц проинспектировал павильон Абхазия на ВДНХ, где близится к завершению ремонтно-реставрационные работы. Олег Барцыц совместно с руководителем группы технического надзора Сергеем Баженовым, а также представителями администрации ВДНХ и подрядных организаций принял участие в проверке функционирования инженерных систем, включая работу противопожарного комплекса, систем сигнализации, вентиляции, отопления и других важных инженерных коммуникаций. Ушла из жизни ученый-языковед, профессор АГУ, кавалер ордена Ахц-Апша 3-й степени, ветеран труда Раиса Константиновна Гублия. Уход из жизни Раисы Константиновны – большая утрата не только для отечественной науки, но и всего абхазо-адыгского языкознания. Талантливый ученый, педагог. Она активно участвовала в национально-освободительном движении абхазского народа, демонстрируя высокую гражданскую позицию и мужество. Является подписантом известного обращения абхазского народа, получившего название «Письмо 130», говорится в сообщении АГУ. Раиса Гублия является автором и соавтором десятков научных трудов, монографий и учебных пособий по современному абхазскому языку, а также работ по абхазо-адыгской этимологии. Принимала активное участие в составлении академической грамматики абхазского языка, тесно сотрудничая с Абхазским институтом гуманитарных исследований имени Гулия Академии наук Абхазии. Вопросом противодействия незаконному обороту наркотических средств и обобщению судебной практики по данной категории уголовных дел за 2023-2024 годы посвящалось координационное совещание руководителей правоохранительных органов Абхазии, состоявшееся 7 ноября под председательством генерального прокурора Адгура Агарба. С основным докладом выступила начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Тамила Бигвава. Проблема незаконного оборота наркотических средств является одной из самых острых угроз современному обществу. Она затрагивает не только здоровье нации, но и основы национальной безопасности, экономическую стабильность и нравственное состояние общества, отметила Бигвава. Она привела данные динамики выявленных преступлений по фактам незаконного оборота наркотиков. Так, в 2021 году зарегистрировано 238 преступлений, в 2022 году 255, в 2023 году наблюдался резкий спад выявленных преступлений – 192. В 2024 году зарегистрировано 168 преступлений. Международная конференция «Выборы в многополярном мире. Суверенитет, доверие и трансформация электоральных процессов» прошла в Национальной библиотеке имени Папаскер. Организатором конференции выступила Центральная избирательная комиссия Абхазии. В конференции приняли участие представители ЦИК Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, членов ЦИК России, а также международных экспертов из Италии, Кении, Франции, Сербии, Кореи, Аргентины и Эфиопии. Гугуца Вардани расскажет подробности. Сегодня в конференц-зале Национальной библиотеки звучат выступления на разных языках. Здесь, в преддверии выборов в органы местного самоуправления, собрались не только абхазские эксперты, но и гости из России, Южной Осетии, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Открыл встречу глава Центра избиркома страны Дмитрий Маршан. Мы пригласили вас для того, чтобы у нас на родине, в Республике Абхазия, обсудили электоральные процессы, избирательное право. Вы специалисты во многих областях, разбираясь в данных вопросах. Я думаю, что на этой площадке у нас будет возможность обменяться опытом. Тема международной конференции – «Выборы в многополярном мире. Суверенитет, доверие и трансформация электоральных процессов». Конечно, в этих вопросах, особенно в эпоху глобальных перемен, важную роль играет международный опыт, отметили на мероприятии. И в эпоху таких глобальных вызовов
Мне хочется сказать, что доверие общества и трансформация всех избирательных систем, она, конечно же, является ключевым фактором стабильности государства. Общественная палата Республики Абхазия всегда выступала за открытый диалог, конструктивное взаимодействие. Мы уверены, что совместными усилиями, обмениваясь опытом, лучшими практиками, мы сможем найти эффективные решения для укрепления демократических институтов и обеспечения справедливых и прозрачных выборов. Как адаптировать существующую избирательную систему к различного рода трансформациям, сохраняя при этом ее надежность и легитимность. Именно поэтому сегодня мы собрались здесь, чтобы постараться вместе осмыслить эти вызовы, поделиться опытом и найти пути решения стоящих перед нами задач. Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Павел Андреев подчеркнул, что Абхазия становится популярным направлением не только в области туризма, но и для деловых поездок. В своем выступлении он рассказал об основных вызовах избирательной системы, которые сегодня стоят в мире. Одна из тем – выстраивание диалога с молодежью. В России, и насколько я понимаю, в Абхазии, может быть, Дмитрий Зурович меня поправит, но процент молодых избирателей, он составляет порядка 25%. В то время как во многих странах Азии, Африки, Латинской Америки процент молодых избирателей составляет 40, 60 и даже больше процентов. Если даже для нас, и это такая 25% это значимая цифра, то в других странах молодежь является подчас критической массой, от которой зависит легитимность избирательных процедур. И поэтому, наверное, неудивительно, что избирательные органы во всем мире крайне озабочены темой выстраивания диалога, коммуникации с поколением Z, с молодыми избирателями 18-35. Новые подходы к наблюдению за выборами в новом мировом порядке, принцип невмешательства и международное наблюдение, баланс в многополярном мире, национальные избирательные стандарты как важнейшая часть суверенитета страны, современные молодежные проекты в избирательной сфере. Международные эксперты представили доклады на эти и другие темы. Дипломат-основатель Международной дипломатической обсерватории из Итальянской республики Вито Гритани в Абхазии частый гость. В республику приезжает как на свою вторую родину. Вот и сегодня прибыл в Сухум на международную конференцию с докладом. Особенно радует, что конференция сегодня проходит здесь, в Сухуме. В начале этого года мы с моими коллегами из Италии уже приезжали сюда в качестве международных наблюдателей на президентских выборах, где смогли лично убедиться в приверженности Абхазии к стремлению развивать демократические стандарты в этой области. Мы убеждены, что без доверия невозможна демократия. Можно построить самую совершенную систему голосования, но если граждане не верят в ее честность, она теряет смысл. Поэтому главная задача наблюдения – укреплять доверие. Также в рамках международной конференции свои доклады зачитали гости из Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики, Никарагуа, Аргентины, Кении, Эфиопии, Сербии, Франции и Италии. Гугут Савардания, Ахрамичпа, Абхазское телевидение. С Нового года в Гагре начнет работу отделение милиции на водном транспорте. Структурное подразделение линейного управления внутренних дел на транспорте сообщается на сайте МВД. Основные цели – обеспечение безопасности при движении водного транспорта, в частности, маломерных пассажирских судов, предотвращение преступлений и правонарушений, оперативное реагирование на аварии и чрезвычайные ситуации в акватории. Начался прием заявок на конкурс для абхазских журналистов и блогеров «Взгляд-2025». Он проводится представительством Россотрудничества для популяризации объективной журналистики в области сотрудничества Абхазии и России. В этом году номинаций 12. Призы и дипломы будут вручаться за лучший теле- или радио- или печатный материал, лучший фоторепортаж, лучший материал на интернет-ресурсах. Тематические номинации связаны с деятельностью Русского дома
в республике, столетием народной дипломатии, 80-летием Победы, 80-летием со дня рождения Владислава Арзенба, добровольческим движением в годы Отечественной войны народа Абхазии, тематикой СВО. Прием заявок осуществляется до 28 ноября включительно. Принимаются работы на русском и абхазском языках, опубликованные после 14 ноября. Специалисты управления капитального строительства ремонтируют крышу Гудаутской районной поликлиники. Соответствующее поручение было дано президентом Бадрой Гунба в ходе его инспекционной поездки в Гудаутский район 30 июля этого года. На текущий момент работы в активной фазе. Из 1500 квадратных метров кровли уже заменено около 500. В ходе инспекционной поездки по Гудаутскому району 30 июля президентом была поставлена задача произвести капитальный ремонт кровли в Гудаутской районной поликлинике. На текущий момент работы в активной фазе. Уже из 1500 квадратных метров заменено порядка 500 квадратных метров. Проводятся работы реставрационные, можно так сказать, потому что это объект историко-культурного наследия. Кровля очень сложной формы, фальцевая, но при этом рабочие выполняют все в соответствии с нормативами. Контроль проводится дальше в соответствии с функциями управления капитального строительства. Специалисты столичной администрации приступили к ремонту кровли многоквартирного дома по улице Эшба в Сухуме. Всего будет заменено более 300 квадратных метров и отремонтировано 200 квадратных метров кровельного покрытия. Также планируется возвести металлические навесы для недопущения попадания осадков на балконы верхних этажей дома. Согласно поручению главы города Сухум Тимура Агарба, продолжается ремонт и реставрация фасадов зданий в столице. На данный момент идет реставрация фасада жилого дома на пересечении улиц Арзенба и Дбар. Данный дом входит в перечень объектов историко-культурного наследия. Здание стоит на балансе РУП абхазских железных дорог, поэтому ремонт производится совместно с АЖД. Мы обратились к руководству абхазских железных дорог совместно провести работы. Благодарим руководство абхазских железных дорог за мгновенное реагирование. И вот на сегодняшний день подрядчик, который лично по просьбе главы города оказал материальное содействие, приступил к работам. И в скором времени в городе Сухум появится еще один реставрированный, ухоженный дом. Администрация города и далее будет двигаться в этом направлении и собирается постепенно приводить в порядок все объекты, которыми дорожат наши жители. В армянской средней школе города Сухум прошла патриотическая акция возвращения имени. Смысл акции заключается в поиске по списку учащихся этой школы семей, чьи родные в составе Красной Армии пропали без вести во время Великой Отечественной войны. Также в рамках акции состоится торжественное открытие мемориальной плиты, посвященной сухумским курсантам военно-пехотного училища, которые в 1942 году совершили подвиг по защите рубежей Сочи. Подробности акции в материале Айлиты Арутюнян. Аршак Тополян, как многие другие защитники, противостоял фашистским захватчикам и погиб во время Великой Отечественной войны. В рамках акции одна из учениц зачитала доклад о пребывании Аршака Тополяна в немецком плену, а точнее о тех невообразимых ужасах, которые он пережил. Тополян Аршак Григорьевич был в плену в нацистском лагере. Основной контингент лагеря составили красноармейцы, взятые в плен в ходе августовских сражений за города Смоленск, Могилев, Рогачев, Жлобин и Гомель. Основным местом приложения труда советских военнопленных стало рытье линии немецкой обороны на окраинах Торуня. Волонтеры – важное звено этой акции. В их обязанности входит нахождение однофамильцев в этой школе. В данном случае волонтеры – ученики 11 класса, сравнивают список учеников со списками воинов и находят однофамильцев, в семьи которых поступает звонок с просьбой помочь выяснить, является ли эта семья потомками пропавшего воина. Таким образом, работа проводилась в Крыму, в городе Керчи и в Кыргызстане, и более 300 семей нашли своих родственников благодаря этому проекту. Каждый военный Второй мировой войны, как и Аршак Тополян, внес неоценимый вклад в победу. Григорий Скворцов рассказал о том, какая была проделана поисковая работа, которая связана с анализом документов Российского военного архива, где установлен перечень уроженцев Абхазии армянской национальности, где и был найден Аршак Тополян. Очень благодарны
что наконец-то знаем. И, наверное, нам дадут документ, и будем после этого знать, где наш дядя. Спасибо вам огромное. Я в семье старшая, и вот помню, как они рассказывали, как переживали, как не знали, где, как. Только знали, что в 1939 году он призывали на службу, и так и не вернулся. Международный проект возвращения имени проводится в Абхазии с 2016 года. Он направлен на сохранение и развитие культуры и исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны из Абхазии, поиски пропавших без вести и их родных. Основные участники проекта – это военные, курсанты-поисковики СВОКу. Это мой патриотический порыв, потому что я знал о том, что существует архив ранее пропавших без вести, который был открыт в 2013 году. И как гражданин Абхазии я заинтересовался, а есть ли в этом списке этого архива воины из Абхазии в категории узники гитлеровской Германии. Оказалось, их 330 человек. Вот этот архив был доставлен в республику, и с 2016 года на базе Сухумского общевойскового командного училища Министерства обороны началась эта работа. Вот она продолжается уже 10-й год. Учащиеся 9-й школы принимают активное участие в акции, а для самой школы это значимое событие, ведь мероприятие в данном направлении проходит впервые. С первых дней войны, Великой Отечественной войны, Абхазия активно включилась в борьбу с фашизмом. В этой войне приняло более 55 тысяч человек, выходцев из Абхазии, из которых 17 430 человек не вернулись домой. Для маленькой Абхазии это колоссальная цифра. И поэтому я считаю, что данная акция крайне важна для подрастающего поколения, для воспитания духа патриотизма. Ученики нашей школы очень активно включились в поиски, и благодаря их кропотливой работе, вот сегодняшний день мы уже смогли найти данные одного из погибших, без вести пропавших. Абхазские семьи содержат высокий уровень памяти о своих пропавших родных. Сегодня у нас в работе несколько фамилий. Вот совсем недавно мы нашли пропавшего воина по фамилии Тани, Джордж Тани из Паквеша, который похоронен в Липецкой области. Сейчас наша задача, что те 106 бойцов, курсантов Сухумского училища, погибших в районах Краснодарского края, вокруг Сочи, когда защищали Сочи от немецких захватчиков, вынести фамилии на памятник. Но мы не отказываем ни одной семье практически, когда у нас есть возможности и силы для этого, мы это делаем и помогаем. Также в рамках акции состоится торжественное открытие мемориальной плиты «Сухумские курсанты», посвященной сухумским курсантам военно-пехотного училища, которые в 1942 году совершили подвиг по защите рубежей Сочи. Мероприятие проводится по решению собрания города Сухумы при поддержке столичной администрации. Завтра в 11:30 на улице Джелия, 14, Турбаза, где пансионат парк Баграта, состоится торжественное открытие мемориальной плиты, посвященной сухумским курсантам пехотного училища, которые в 1942 году совершили подвиг по защите рубежей Сочи. И мы приглашаем всех жителей нашего города принять участие в этой церемонии, которая будет с ротой почетного караула, с гостями, с военным оркестром, потому что ранее не было известно об этом подвиге. Вот мы смогли его установить. Эти ребята защитили фактически своей грудью от наступающих немецких дивизий город Сочи и Черный берег России, Черноморский берег России. Существование таких акций – очередное доказательство, что никто не забыт и ничто не забыто. Героев, спасших мир от фашизма, будут помнить века. Аэлита Арутюнян, Юрий Арцебашев, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. В выходные дни 8 и 9 ноября в Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25 градусов тепла. Температура морской воды плюс 17 градусов. На этом информационный выпуск Амшев Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.